Сбор бумаги, пластика и пластмасс на свалках Душанбе – один из видов заработка для детей в летнее время. Эсхон Назилшоев, мальчик 12 лет, вместе со своими ровесниками обходят все улицы и переулки в районе Гипрозем, города Душанбе, собирают пластик, пластмассу и бумагу на свалках и продают их. В этом квартале покупают в основном пластмассы и пластик. Правильно? Ладно. Мы пластиковые бутылки собираем на улицах, приходим, сдаем, нам платят. На эти деньги мы покупаем одежду для школы, в общем, для школы. На этом пункте приема образовались настоящие горы из пластика, пластмассы и бумаги, и они ждут оптовых покупателей. Оптовые покупатели — это владельцы предприятий, которые занимаются вторичной переработкой и изготавливают из них бытовые предметы. Из этого изготавливают пластмассовые ящики для фруктов, из бумаги делают бумагу, ячейки для яиц. Еще из этого делают целлофановые пакеты. Организация такого приемного пункта особенно заинтересовала детей на сбор мусора на улицах и проспектах. Дети в основном на улицах и в местах выброса мусора собирают макулатуру и пластик. Это способ агитации детей не бросать мусор на улицах. Раньше в Душанбе жаловались, что жильцы домов по ночам скрытно выбрасывают свой мусор на улицах и позади жилища. Сейчас же этот мусор превратился в способ заработка и обеспечения семей. Собираем отходы на свалках и возле рынков. Собираем раз в несколько дней. Последний раз мне дали за них 15 самани. На эти деньги куплю своим детям лепешки, сладости или что-нибудь другое. Ранее экологические активисты выражали серьезную озабоченность ростом количества искусственного мусора, особенно из пластика на улицах города, в частности, на берегах реки. Они утверждают, что такой объем мусора не поглощается природой и пагубно влияет на окружающую среду. Но складывается впечатление, что с организацией пунктов приема мусора хотя бы в районах проживания горожан проблема выброса мусора из пластика будет решена.